Для человека с поражением опорно-двигательного аппарата очень важно пройти не только физическую реабилитацию, но и психологическую. Баскетбол на колясках дает и физическую реабилитацию, включающую в себя восстановление в той или иной мере утраченных функций органов или же выработку компенсаторных механизмов со стороны других органов и систем, и психологическую реабилитацию, предполагающую волевую мобилизацию на готовность к работе и деятельности вообще. Впервые баскетбол на колясках появился в 1946 году в Соединенных Штатах Америки. Бывшие баскетболисты, и не только баскетболисты, во время Второй мировой войны, получившие серьезные ранения на полях сражений, не захотели расставаться с любимой игрой и придумали свой баскетбол. Сейчас в него играют более чем в 80 странах. В России в баскетбол на колясках впервые стали играть в Москве и Санкт-Петербурге с 1990 года. Но в нашей республике этот вид спорта появился только в 2015 году на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья спортивно-адаптивной школы «Ламан-Ас». По словам руководителя баскетбольной команды «Ламан-Ас» Сулеймана Динаева, причиной создания команды было развитие паралимпийского вида спорта в республике. Более того, молодые ребята сами изъявили желание играть. Приоритет был такой, что нужно было развивать паралимпийские виды спорта. У нас на тот момент уже была футбольная команда ампутантов, которая довольно-таки хорошие результаты занимала. И команда уже являлась 4-кратными чемпионами России на тот момент. Но перспективы у них как таковой не было в дальнейшем. И вот решили все-таки помочь ребятам пойти навстречу, и была создана баскетбольная команда колясочного «Ламан-Ас», которая на сегодняшний день приняла участие, к сожалению, только в 2 турнирах. Но несмотря на то, что мы начинали в 2015 году, у нас были некоторые сложности из-за отсутствия зала. Нам в начале прошлого года предоставили вот этот зал в Чеченауле, то, что находится. Ребята потихоньку преодолевают те барьеры, которые им в этом спорте предоставляются. Вообще баскетбол на колясках для такого рода инвалидности, для таких ребят, это очень большая реабилитация. Это чуть ли не самая лучшая реабилитация, потому что мы сегодня наблюдаем тенденцию, когда ребята приходят, садятся на коляски, и ты видишь, что поломанные спины не могут нормально пошевелиться, не нагнуться. А на сегодняшний день ребята спокойно опускаются, поднимают мяч, поднимаются. И ты видишь вот эту динамику, когда человек именно реабилитируется в своей этой болезни. И положительные, когда замечаешь такие вещи, становится отрадно и понимаешь, что ты не зря посвятил себя этому делу. Изначально, вот как начал с ними работать, у меня с ними завязались очень хорошие, теплые, дружеские отношения. Вот мы выезжаем постоянно вот на 3 турнирах. Один такой мини-турнир был, другие 2 такие побольше были турниры с серьезными соперниками. И вот на выездах у нас, вот, знаете, как будто такое ощущение, что мы всю жизнь были знакомы, что мы всю жизнь друг друга знали, и как будто бы вот хорошие друзья. И они ко мне, как руководителю команды, очень так, во-первых, и считаются со мной, но и тем не менее у нас вот эта дистанция есть, мы очень, очень близки друг к другу. И поэтому, вот, несмотря вот на эту баскетбольную команду, я в этой спортивно-адаптивной школе работаю замом директора, и бывают другие дела, и иногда тебе кажется, что и ты не справишься. Но и оставить ты этого не можешь, потому что ты какое-то моральное удовлетворение с этого получаешь. Ты понимаешь, что это не зря. У каждого из участников команды своя история того, как в одночасье меняется жизнь. Молодость, пора, когда кажется, что весь мир в твоих руках, множество планов на жизнь. Но трагический поворот в судьбе меняет все. Травма, долгие месяцы в больницах, реабилитации, только они сами и их близкие поймут, насколько это тяжело. Мириться с тем, что ты не чувствуешь ног, не можешь ходить. Но осознание того, что на все воля Аллаха, дает им силы идти дальше и не сломиться. Рамзан Аздамиров пришел в команду недавно. Он признается, что долго сомневался, прежде чем прийти сюда. Травму я получил 2,5 года назад, почти 3-й год. Как обычно, ездили, и получилось, что попал в ДТП. И вот перелом позвоночника. Пошли реабилитации. И до сих пор они идут, потому что это баскетбол самый лучший вид реабилитации для спинальников. Он признан самым лучшим везде, как бы, и люди им занимаются. Но есть и другие реабилитации. И вот
встретил Магомеда, нашего капитана. И он как бы увидел меня, сразу сказал, что ты должен обязательно прийти на баскетбол. Ну и вот, как пришел посмотреть тренировочный процесс. И с тех пор остался, уже идет год, как я уже тренируюсь. Пока идет все нормально. Есть кое-какие успехи. Ездим, когда у нас получается, когда нам это позволяют, как бы ездить на соревнования, берем опыт, как бы в самой команде только 3 года, третий год идет. И вот набираемся опыта потихоньку. И хотим добиться результатов, хотим съездить, поучаствовать на чемпионате России. Отношения внутри команды очень даже хорошие. Тут-то мы соревнуемся, тут-то мы практикуем все. На улице мы друзья, где-то встречаемся, где-то отдыхаем, где-то там какие-то игры играем. Вот, как обычно, друзья, всему везде помогаем, никто ни в чем не отказывает. У многих автотранспорт, у кого-то подведено ручное, у кого-то без этого. И ездят соседи по селу, меня привозят на тренировку. Без них вообще у меня было бы с этим туговато. И вот так друг другу помогаем. Валерий Гуцан, бывший игрок национальной сборной Украины. Сейчас он играющий тренер команды «Ламанас». 14 лет назад получил травму, сорвавшись с 5-го этажа во время строительных работ. 7 лет за сборную своей страны, потом в связи с такими обстоятельствами, которые произошли у нас в стране, ну, все это как бы распалось, не знаю, можно сказать, ну, как команда распалась. Так же самое я играл и за Донецкий клуб, Донбасс, тоже там сейчас немножко все это тяжело. Ну, а получилось так, что с тренером, со своим Валентином Васильевичем, он вышел на руководство вашей республики, связались они и решили попробовать запустить этот проект «Баскетбол на колясках». Ну и с того момента мы приезжали как бы раз на 2 недели, там в определенные моменты приехали, оттренировались, уехали. Сейчас уже как бы я остаюсь в республике, делаю документы, подаю на гражданство и играю уже полноценно за команду «Ламанас» Чеченской Республики. Я уже много лет этим занимаюсь, и как бы бросить и дома это получается, не получается. Ребята все поразбегались, кто где, не с кем как бы самому тренироваться тоже не это. Поэтому как бы я не жалею. Здесь новые ребята ознакомились, уже как бы своя семья. Не знаю, с ребятами уже я здесь уже 2-й год нахожусь, ну как остаюсь уже как бы там 3 месяца, на 3 месяца. Раньше приезжал там в месяц, 2 недели отбыл, уехал. То сейчас уже как бы на долгий период. И у вас красиво здесь в республике. Капитан команды Магомед Нагалаев более 10 лет занимается разными видами спорта. Он также признается, что спорт наилучшим образом помогает им в борьбе с последствиями травмы. Травму я получил в 2004 году, когда из города домой ехал. Ну, получилось как, разбился на машине, авария. После этого сделали операцию, потом поехал в Крым, там чуть полечился. Потом как бы домой, ну я первоначально как после аварии в селе жил, поэтому я не знал понятия спорта на инвалидных колясках, там у меня вообще не было такого мысли в голове. Как я перебрался в Грозное, потом я познакомился с председателем общества инвалидов Аздаева Рабу. И она как бы меня попросила, короче, как бы прийти, там, посмотреть, как-то ребята, короче, участвуют там. Ну, были в то время маленькие соревнования, гонки там 60 метров, короче, дистанции вот эти. И я потихоньку с ними начал уже участвовать в разных видах спорта, мероприятий там проводить. Потом нас пригласили в Адлер, мы поехали. С 2008 года мы уже начали выезжать за предел. В Адлере, в Сочи, разные виды спорта, теннис у меня примерно, морской бильярд, как ноус называется, новый вид спорта, как мы там мы тоже первый заняли, привезли эту игру
в 2014 году. У нас выезды в Казань, Питер, Северокавказский кубок мы забрали. Как бы, хотя мы начинающая команда, команда есть очень многие, которые лет 10, 15, 7, 8 лет играют. Но как бы нам посчастливилось, короче, забрать кубок Северокавказский. А сейчас, иншаллах, да, мы собираемся, получемпионат в Россию, как бы второй круг чемпионата. В ноябре у нас будет. Готовимся усердно, вы сами видели. Произошедшее с каждым из них кого-то ломает, кого-то ожесточает, кого-то, как наших героев, делает сильнее. Учится ценить каждый прожитый миг, сострадать, сочувствовать и помогать другим. В одном хадисе посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Помощь слепому, общение с глухим и немым таким образом, чтобы он понял провожание нуждающегося в то место, где он сможет получить то, в чем нуждается, оказание помощи страдающему, который ищет средства избавления от своего недуга, помощь слабому, беря его за руки». Помогать человеку, который испытывает сложности при общении, все это разновидности садака.